Я вас приветствую, Николай. Здравствуйте. Я так, поскольку уже есть информация с ссылкой на вас о том, что отказали в апелляционной жалобе, то есть арест остается в силе, а какие мотивации были у этих так называемых судей? Ну, на самом деле обжаловалось два постановления Киевского районного суда. Первое касалось непосредственно ареста, а второе касалось, оно было вынесено за 2 дня, 26 октября, о назначении судебного заседания в закрытом режиме, которое было тоже, по мнению защиты, незаконно. Мотивация абсолютно такая, как указывал следователь, что Нариман может якобы скрыться или оказать давление на свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по этому делу, что является абсолютной неправдой. Защита подробно изложила в ходе судебного заседания свою позицию. Судом первой инстанции были грубо нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства, поскольку для того, чтобы оставить Наримана под стражей, следователю необходимо было представить конкретные фактические основания, которые бы указывали на причастность Наримана к совершению преступления. Однако в материале к ходатайству, которое приобщал следователь, вообще никаких указаний на то, что Нариман совершал какие-либо преступления, не содержалось. Это не помешало суду первой инстанции продлить ему срок содержания под стражей. В ходе сегодняшнего судебного заседания защита подробно об этом сказала. Нариман заявил о политическом аспекте его уголовного преследования. Что касается стороны обвинения, то прокуратура просто заявила фразу, что поддерживает решение суда первой инстанции, и для апелляции этого оказалось более чем достаточно. Пробыв 5 минут в совещательной комнате, судья Караваев вынес решение отказать по всем пунктам апелляционных жалоб. Но на этом мы останавливаться не будем. Мы планируем обжаловать в Европейский суд эти решения, но сначала нужно будет пройти кассацию. Вам удалось пообщаться с Нариманом, узнать, в каких условиях он находится в СИЗО, как его состояние? Да, несмотря на то, что он участвовал по видеоконференц-связи, до начала судебного заседания у нас было немного времени пообщаться. Нариман рассказал о том, что во вторник приходил надзирающий прокурор вместе с комиссией ОМК. Естественно, он сообщил о том, что в камере нет отопления, и отопление дали. Но дали только на 1 день, а потом выключили. И также Нариман сообщил, что вчера его вместе с сокамерником перевели в соседнюю камеру, в которой также нет отопления. Мало того, когда, видимо, включали отопление, батарея, которая была в той камере, лопнула, и из-за этого в камере холодно и сыро. Также на мой вопрос, поступает ли ему письма, Нариман сообщил, что никакая корреспонденция ему не поступает. Да, мы всегда интересуемся ситуацией, связанной с обменом наших пленных, точнее, с возвратом и освобождением из российских тюрем. На своей пресс-конференции Владимир Зеленский на единственный вопрос, который вообще прозвучал о Крыме, и этот был вопрос об обмене пленными и освобождении крымских татар, ответил эмоционально, но по сути можно свести к 2 пунктам. Мы передали письма, списки президенту США и президенту Турции, вот теперь ждем ответа. Как-то есть ли у вас повод для оптимизма, что эти списки будут работать? Но главная же проблема заключается в том, что заложников удерживает не Эрдоган и не Байден, заложников удерживает Путин. И, насколько мне известно, переговорный процесс с Кремлем, в том числе по вопросам украинских политзаключенных, он просто заморожен. Поэтому, конечно же, мы рассчитываем на то, что международное сообщество будет оказывать давление на российскую власть для того, чтобы подвигнуть. Но, видите, прошло уже больше 2 лет с момента последнего обмена. Никаких позитивных изменений за это время не произошло. И здесь, наверное, уже родственники политзаключенных, сами политзаключенные задаются вопросом, почему так происходит, почему нет никакого прогресса. Спасибо вам большое, Николай, что были с нами на связи. Николай Полозов, адвокат Наримана Джеляла, которого оккупанты обвиняют безосновательно, обвиняют в якобы организации диверсии на газопроводе.